По-видимому, она вот тут уже лежала в крови. Они ее переодели и вот сюда перетащили, посадили. Потом мне говорят, 8 ножевых ранений. А когда уже судмедэксперты туда там сказали 12. Она в сарай зашла и больше не вышла оттуда. Бул сүрөттөгү Земфира. 36 жаштагы бул айымды 3 февраль күнү күйөөсү 12 жолу бычактап өлтүргөнү айтылууда. Ага карата таттыктуу жаза берүүсүн суранган Земфиранын туугандары үй бүлөсү жана окуянын чоо жайы тууралуу буларды айтып беришти. Это вот она последний раз приехала, мы с ней сфотографировались. Ей 21 февраля 37 бы исполнилось. Не дожила она до 37. Земфира была такая, знаете, зажигалочка. Очень позитивная была. Когда она приезжала, у нас прям вот это, мы все время шутили, смеялись. Сегодня мы вот в ПОМе даже были, начальник милиции говорит, мы опрашивали всех, мы ни одного плохого слова от нее, о ней не услышали. Все говорили только хорошее, чтобы пахарь была. Маркум жолдошу менен сүйүшүп, ала качуу менен баш кошкону айтылат. 18 жыл чогуу түтүн булатып, 3 кыз, 1 балалуу болушкан. Но она вышла замуж по любви, она, ну как, ушла с ним, да, украл он ее. Может, на этом фоне, может быть, просто не хотела ссоры избы выносить. Она ничего никогда не рассказывала. О нем она не рассказывала плохие вещи никогда. Жолдошу талаа жумуштары менен алектенчү. Үй бүлөдө чоң уруш-талаштар Земфира жумушка орношкондон кийин күчөгөн. Үй бүлөдө чыр-чатактар дайыма болуп келген. Земфира алар тууралуу абал оорулошкондо гана туугандарына айтууга батынса, айрымдары эми гана балдардан угуп жатабыз дешет алар. Последнее вот время у них начались скандалы. Скандалы на фоне чего? Он привык, что она таскает тележку с навозом, постоянно вот одета как... А тут она пошла на работу, молодая женщина, она стала ухаживать за собой, она стала что-то там покупать себе одежду. Она работала, пакеты они делали в селе Раздольном, эти пакеты, где рулоны делают, вот там она работала. Там с утра до вечера там она пахала. Там везде видеокамеры, везде это тут. И он без конца звонил, ты где? И она постоянно ему показывала. Вот вчера девочки, которые наши с ней работали, рассказали. Уже потом, когда она стала, вот я говорю, на работу пошла, он начал, ты изменилась это. Ему хотелось, чтобы она так и осталась толкачом тележки с навозом у него дома. Она у нас очень красивая, она метиска, папа татарин, мама лезгинка. Он заставил ее уволиться с работы, она уволилась. У нее телефона не было. Только чтобы он не ревновал, она даже разбила свой телефон. У нее его не было. Вот она общалась со мной с телефона дочери. Вот она даже пишет. Вот. Видите? С виду это была вроде бы нормальная, благополучная семья. Понимаете? Да, лентяй, таких много. Да, тянула семью она. Да, она пахарь. Таких много. И никто бы даже не подумал, что вот дома он вот такой абьюзер. Так часто так было. Он все время, она, допустим, даже на своей кровати лежала, он брал ночью, встала на кровать и прыгал на кровать, чтобы она не могла заснуть. Или она там могла лечь на свою кровать, он придет в эту комнату и говорил, иди отсюда, это моя комната. И она уходила в зал спать. А в зале он также за ней ходил и в зале ложился с ней спать, не давал ей спать. Я Дариге говорю, Дарига, почему мама не носит серьги, которые папа подарил? Она говорит, он один раз ей чуть с ушами их не выдернул. То есть при малейшем скандале он все это забирал у нее. Этот ребенок, девочка после операции, на нос сделали операцию, у нее хрящи были, он ее по голове мог ударить. Вот. То есть он вот детей, он вот так делал. С ней драться полез, телефон забирал, который он ей подарил, дочери. Поднимал руку. Ну, вот. Даже вот у нас же... Мама рожала 2 девочки подряд, и когда беременна была Каримханом, он брал и клал ей свою ногу на живот и говорил, все равно будет девочка. Да, все равно будет, говорит, девочка. Представьте. И ноги на живот ей сложит и лежит. Земфира күйөөсүнөн кеткенге бир нече жолу аракет кылган, бирок жолдошу кечирим сураган соң балдарын ойлоп жарашууга барган дейт Сумрият. Акыркы жолу милицияга балдар өздөрү кайрылышкан. Так он в окна залазил, он через забор перепрыгнул сюда, на коленях ползал, пожалуйста, пожалуйста, пошли, пожалуйста, приходи, дай мне последний шанс, я не буду, я вот так. И она ушла с ним, а детям, говорит, тяжело. Вот смотрите, это ее записка ему, мы случайно ее нашли.
То есть она не хотела уходить даже. Она, видите, пишет, если я останусь, если будем жить, ты мне дашь покой? Представьте, вот да, женщина вымаливала покой. Сын побежал в милицию, они приехали, их забрали. Вот. Потом они хотели его забрать, она не дала, пожалела. Она пожалела, и потому что этот муж же все-таки. Она его пожалела и сказала, ну, он там ладно. У него брат бывший, служил когда-то в органах, потом сам был под следствием, это все. Он все равно знает всю специфику своей работы, и вот он там им дает умные советы. Когда их вызвали в милицию, вернее, не вызвали, дети же, он там бил их, дети же побежали в милицию, и когда туда пришел, он все время был на связи с этим братом, вот Салина говорит, она там была с мамой, и тот подсказывал, что делать, что говорить, как говорить, вот это все. Маркум күйөөсүнүн чоң атасын көп жылдар бою караган. Өлүмдөн алдын ал киши келинине үйүн калтырып кеткени айтылат. Зомбулуктан Земфира акыры ажырашууга чечим чыгарганда чоң атадан калган үй чоң чыр-чатакка себеп болгон дешет туугандары. Она 11 лет ухаживала за его дедушкой. И этот дедушка, он был учитель, его уважаемый учитель, его все уважали. Оказывается, все об этом знают, что он подарил ей дом и сказал, что если кто-нибудь будет оспаривать этот дом, это мне тоже сегодня в поме услышала я прокляну с того света даже. Потом, когда вечером мы договорились, что она будет подавать на развод, вот это все, когда мы разговаривали там дома, еще с ним, сидела его мама, все, его мама сказала такие слова, что я сказала, дом ее, дети ее, ты иди, оставь ее в покое здесь тогда. Мама ему сказала, голый он отсюда не уйдет, мы ее вынудим продать дом, если вы вот увидите дом, вы будете в шоке, за что там разговоры. Мы продадим дом пополам поделим. Я говорю, а куда они пойдут? Что они за эти деньги купят? Что они за эти деньги? Дети же, говорю, маленькие. Я говорю, куда они уйдут? Я говорю, с мамой. Это их дом, дедушка подарил им. И они начали, мы его подождем, но ей не оставим. Этот дом мы подождем. Звонили брату в Россию, тоже говорили, дом подождем, но ей не оставим. И она говорит, меня как будто бы поломало. Сломалась я, говорит. Я больше просто не захотела, говорит, все это терпеть. Мне захотелось, говорит, просто взять и уйти, закрыть дверь и уйти. Потом она стала ему говорить о разводе, он начал ее, он вот так прям, знаете, чтобы избивать ее, он не бил. Он постоянно ее выкручивал руки, она все время синяя была, ноги, мы ее мыли когда, все ноги синие, все. Иногда мог ударить, у нее вот здесь синяки есть, фотографии у меня. Он документы же все спрятал, и свидетельство о браке, он все спрятал. Паспорт еле нашли. Когда она поняла, и вот она пишет, что мне дали охранный ордер, он понял, вернее, что все, развод, он взял и убил ее. Она свои вещи перенесла в их комнату, все, сказала, все, развод. Она хотела от него уйти, он ей не дал. Посмотрите, она лежит на втором ярусе кровати, дочь на первом ярусе, на втором, она на первом. Вот эта дочь сверху его снимает. Смотрите, с каким лицом он над ней стоял. Это ночь перед убийством. Смотрите. Когда она сказала, я хочу спать, он начал говорить, я тебе не дам спать, кукарекал, мяукал, прыгал, бегал. Каргашалуу окуя катталган күнү балдар үйүндө уктап жатышкан. Уй сааганы чыккан апасы ошол бойдон үйүнө кирген эмес. Сарайда өлтүрүлгөн Земфира 12 жолу бычакталган. 7:50 Салина выходила, посмотрела, заходила в комнату, заглянула к папе, он спал. Вторая девочка говорит, что он мылся только что. Салина увидела, что он спит. Он притворился. Салина только зашла в свою комнату, прилегла. Мама в это время шла доить коров. И он в это время вышел туда, он ее убил. Готовился он с вечера. Он собрал сумку, сменную одежду, все деньги, которые были дома. Она подумала, пойдет подоить, процедит молоко, прочепарирует, как обычно. И дальше дела будут домашние делать.
И как вот сейчас видите, она в сарай зашла и больше не вышла оттуда. Кудагыйынын телефон чалуусунан кийин келген Загида Земфиранын кийими бүтүн болгонун, жерде эч кандай кан болбогонун, ал эми денесиндеги бычактын издерин кийимин чечкенде гана көргөнүн айтат. Тело он побежал к своим родителям, сказал, что я убил. И они вот пришли, ну, девочка была свидетель, когда ее заносили, вот это все. Вот старшую сноху пригласили, она с ними доехала, но она не подумала, что они там все это скрывать будут, она там была дома. Что девочку, прежде чем вызвать скорую, не оказали помощь, они ее переодели. Одежда не в крови. Кто ее переодевал, я не знаю. Их там было 3, мама, папа и брат. Она сидела в одном углу, а убил, говорят, в другом углу. По-видимому, она вот тут уже лежала, в крови. Они ее переодели и вот сюда перетащили, посадили. Ни крови, ничего не было. И одежду поменяли, уже здесь. Медсестра снимает, а я жду кровь там, где он, куда, что ножом ударил. Я вижу, нигде ничего нету. А потом она, когда вот так футболку подняла, она тут вся исколота, вся грудь. Ну, она тогда насчитала, сама Вероника, говорит, 7 ножевых ранений. Ну, и думаю, она толком не обследовала вот так вот. А потом меня в скорую отвезли на капельницу, а там она потом мне говорит, 8 ножевых ранений. А когда уже судмедэксперты туда там сказали 12. И вот вы представьте, у нее тут все исколото, вы видели, тут все это самое, раны зашивали, грудь, а крови не было. Это какими надо быть людьми, взять в этот момент, переодеть ее и смыть вот это все. Они что этим хотели? Оправдать его? Где это? Я родной брат. Мне было интересно, где это все произошло. Я вот так посмотрел, примерно следы крови я не видел. Я видел вот здесь, как ведром вот так сливает, тонкий слой льда вот так. Правда, крови не было. Вот я вчера вот это чистил вот здесь вот навоз, вот здесь было красный с красным вот этим. Ахман, представь, я вот это чистил, и вот это моя кровь, она же моя родная сестра, да? И вот в этом навозе, представляешь, я это гружу в тачку. Мы ее заклеивали ватой, скотчем заштопывали, чтобы кровь не текла на саван. И вот так мы ее омывали. Я никогда не забуду это зрелище. Всю жизнь будет она перед глазами у меня стоять. Девочку только вынесли, пришли какие-то женщины, и эта мама кричала, это наш дом. Я ее понимаю как мать, что она защищает своего ребенка. Я могу это понять. Но не за счет же невестки, которая тебе 4 внуков родила. Только за трактором они быстро прибежали после похорон. Понимаете? И я говорю, до сих пор мы не получили от мамы просто сказать, простите нас, мы не хотели. Мы это не услышали до сих пор. Үй бүлөнүн балдары азыр туугандарынын үйүндө. Зумрият алардын психологиялык абалынан кабатыр. Өзгөчө маркумдун экинчи кызы үй бүлөдөгү жагдайдан улам мурун эле өзүнө кол салууга аракет кылганы белгилүү. Когда пришли милиция туда в дом, эта девочка сказала, что папа сказал, что мама убьет, сам сядет в тюрьму, а нас в детский дом сдадим. То есть он ребенку это говорил. Вы видите, маленький ребенок, ей 7 только будет. Она закрывается в спальне вот их и плачет там. А другая вот Дарига, под столом сидела. Она под столом сидит, там ревет. Вторая девочка, она очень замкнутая, она в себе. Это постарше, она чуть-чуть держит. И то она... Это они сегодня отошли. Вы бы видели, вот те дни, какие они ходили. А вот та вторая, она очень замкнута, без помощи психолога. Я сейчас ей ищу психолога, который действительно ее постарается вытащить. Эта девочка не сможет ни замуж выйти, ничего, она настолько поломанная. У нее, оказывается, она чуть себе вены не порезала на этом фоне. Земфиранын туугандары анын күйөөсүн ата-эне укугунан ажыратууну өтүнүшөт. Ошондой эле мыйзамдын чегинде татыктуу жаза берүүнү суранышат. Чтобы женщины не терпели, приходили и рассказывали. Потому что нельзя терпеть, оказывается, нельзя скрывать, оказывается. Нет, ударил 1 раз, сразу надо уходить. Я вот через вас хочу обратиться ко всем женщинам. Не терпите, сразу обращайтесь. Придет время, вот так зверски убьет. Он не посмотрит на то, что вы стирали на него много лет, готовили ему еду, спали с ним в одной постели, рожали ему детей. Вы тоже один прекрасный день окажетесь в числе вот таких женщин, которых искололи как решето.
Уважаемый Камчибек Кадрашаевич, я очень прошу вас взять это дело под свой контроль. У меня вся надежда на Всевышнего Аллаха и на вас. Нельзя, чтобы этот человек избежал наказания. Нельзя, чтобы много таких других избежали наказания. Защитите права женщин, защитите нас всех от вот такого домашнего насилия. Ужесточите, пожалуйста, законы, чтобы ни одна женщина, ни одна мать больше не пострадала. Сколько еще должно умереть вот таких девочек, чтобы уже нас защитили? Нельзя это прощать, нельзя это оставлять. Возьмите под свой контроль, я вас умоляю. Маркумдун туугандары учурда анын жолдошу убактылуу кармоочу жайда экенин айтышат. Тергөө жүрүп жатканы белгилүү.